Сёння мы з вами паговорым, як вы ўжо ведаеце, пра беларускую кнігу ў сучасным грамадстве. І гэты круглы стол увогуле ініцыяваны насамрэч Алесем Миколаевичем Карлюкевичем. Пачнём з таго, што мы жывем у 21 стагоддзі. Кніга канкурыруе з тэлебачаннем, тэатрам. Наколькі складана выпускаць у такі няпросты час кніжную прадукцыю? Не лічу, што книга конкурирует с телебачением, радио. Книга есть книга. Книга была 500 годов назад, когда наш славутый рубитный земляк Франциск Арена выпустил первую друкованную книгу. Мало что изменилось с этого часу. З'явилось телебачение, радио, интернет з'являлись новые носьбіти сучасної інформації. Сучасні нові носьбіти інформації. Але книга заставалась. Магчыма, прыйдзем мы до того, что будем робить книгу только презентативного такого плана, прадстаўнічага плана. Розничные сети, они, неважно, чем они торгуют, они не должны работать с высокой рентабельностью, потому что они должны максимально развиваться. А вот эти вот затраты на рекламу должны закладывать и заниматься рекламой, в первую очередь, издатели, ну, может быть, авторы. Вот. Но я считаю, что издатели. К сожалению, у нас практически отсутствует вот эта вот система преподнесения, донесения каким-то образом до сведений читателей, не силами магазинов, информация о том, что вышла та иная книга. То есть, ну, даже если где-то это бывает, то эта информация, то это, как правило, такие издания, которые, ну, большой рекламы магазинам не составляют. А на практике по-разному. Есть очень активные авторы. Есть очень активные авторы, которые, даже издавая за собственный счет книгу, он пытается ее продвинуть, он готов встречаться, он готов рассказывать, он готов ходить на встречи. То есть это автор, который даже не издавался в каком-то, ну, скажем, издательстве крупном. Он где-то разместил свои 100 экземпляров, но потом пытается их достойно подать, эту книгу, и продать. Есть, значит, скажем, вот у нас на книге отдел организации торговли, который тоже пытается каким-то образом проводить встречи с авторами, которые готовы идти на контакт. Ведь не каждый автор хочет где-то встречаться с покупателями, презентовать свою книгу, общаться. По-разному все это очень. Очень бы хотелось бы, чтобы издатели вспомнили о том, что книги надо издавать не только для того, чтобы реализовать их своим постоянным клиентам, я говорю не о книжных магазинах, и библиотекам, а чтобы книги, особенно на белорусском языке, постоянно присутствовали в магазине. Не таким образом, когда мастацкая литература, например, издает какую-нибудь книгу белорусского классика или в переводе, один раз в 10 лет, реализует эту книгу достаточно успешно, может быть за год, может быть за 2, и в ближайшие там 5-летки они эту книгу переиздавать не планируют, потому что у них другие этим планы, и еще потому, что у них библиотеки уже в ближайшее время эту книгу не закупят. И получается так, что поколения меняются, появляются новые дети, новые школьники, новые читатели растут, а книг в настоящий момент в книжной торговле уже нет. Я вам казав уже, что минулый год показал мне порадовал, что все-таки некая цікавость до книги повысила. Там шмат людей, я думаю, что и министерство про это скажет, шмат людей, да и нават по нашим доходам, сколько мы продали летось книги, у 2 раза больше мы отрымали свой доход от продажу, чем на ранейших выставах. Это одно. Другое, представить книгу и поглядеть, какие книги привозят наши соседи, сябры з інших країн, тому що ми так само ж їздимо, буваємо на виставах, і вони котируються, наші книги сприймаються і завойовуються які премії, призи там, і так далі, і так далі. Звісно, в рамках виставки треба проводити симпозіуми, семінари. Я сказав, як у додаток до літературних таких симпозіумів, треба некую видавецьку, дискусійну некую пляцовку, как у межах выставы было некое отведено место, где могли собраться книговыдавцы, книжные магазины, как мы могли встретиться, проговорить, подискутировать и неким чином записать себе и выбрать некую стратегию